Внимание, внимание! До отправления фирменного поезда «Джазландия» осталась 1 минута. Просим всех опаздывающих поторопиться. В противном случае поезд уйдет без вас. Подождите, подождите! Не уезжайте без нас! Подождите, подождите! Девочки, не опаздывайте! Подождите нас! Носильщик! Носильщик? Где этот дрянной мальчишка? Где он? Чемоданы, багажное отделение. Осторожно, не разбей и не поцарапай. Девочки, давайте быстрее, а то опоздаем. Давайте, давайте. Разрешите представиться, миссис Камертон. Тетя Джия! А это мои очаровательные племянницы Люси и Джессика. Мы первый раз едем в Джазландию. Мы еще никогда там не были. Здесь я буду сидеть. Нет, я. А я хочу окна. Я тоже хочу. Девочки, не ссорьтесь, вы что? Ведите себя прилично, вы же юные леди. Так, что же это такое? Нам пора отправляться. Сегодня вместе с нами путешествует полномочный посол Джазландии Анатолий Василевский. Анатолий Александрович очень знаменитый джазмен. И с его помощью мы увидим и услышим всю прекрасную Джазландию. Давайте вместе с нами подвигаемся.
королевскую резиденцию Джазландии саксофонию. И действительно, саксофон – это самый джазовый инструмент. А задуман и изобретен он был бельгийским изобретателем музыкальных инструментов Адольфом Саксом. Он жил в XIX веке, и в этом году, кстати, ему исполняется 200 лет со дня рождения. Адольф Сакс прожил долгую жизнь, но так и не узнал о том, что в Америке родился джаз, а его детище саксофон взлетел на вершину нового музыкального направления. Кстати, в саксофонии 4 короля брата. Как в Нарнии? И все саксофоны! В Нарнии 2 короля для королевы, а в саксофонии 4 короля брата. И сейчас мы с ними познакомимся. Это сопрано-саксофон, альт-саксофон, тенор-саксофон и баритон-саксофон. А начнем мы наше знакомство с самого юного брата, сопрано-саксофон. Кстати, для нас более привычно видеть в руках сопрано-саксофонистов, таких как Кенни Джи и Владимир Мясников-старший. Для нас привычно видеть инструмент с прямым раструбом. А в руках юного джазмена Тимура Сабирова мы видим инструмент с изогнутым раструбом. Именно такие инструменты были специально сконструированы для детей. Ну давайте послушаем ангельский тембр сопрано-саксофона. Джаза альт-саксофон приглашает нас с вами окунуться в ночную атмосферу одного из районов Нью-Йорка и прогуляться по ночным улицам Гарлема. Дорогие ребятки, никогда не гуляйте ночью одни, без родителей. Это очень опасно. Давайте послушаем альт-саксофон.
большой любитель путешествовать. И вот когда он побывал в нашем родном городе Казань, ему особенно по душе пришлась музыкальная пьеса татарского композитора Алмаза Насырова, которая называется «Мечты». Это произведение было написано в середине прошлого века специально для джазового оркестра под управлением Олега Лобстона. И вот сейчас давайте мы все вместе помечтаем, вместе с тенор-саксофоном. Пожалуйста. Ну а сейчас мы вам представим четвертого брата короля джаза. Это баритон-саксофон. Это самый солидный из всех братьев, и у него самый низкий голос из всех саксофонов. Давайте послушаем. В нашем путешествии нас сопровождают ребята из детской музыкальной школы номер 20, квинтет «Оранж». А вот интересно, в зале есть кто-нибудь из музыкальных школ? Смело поднимайте руки. Есть! Тогда громкими аплодисментами встречайте ваших друзей.
музыкальные инструменты. Это целый оркестр, который сопровождает цирковое представление. Это и отдельные инструменты в руках у специальных клоунов, музыкальных эксцентриков. А вот в цирк мы с вами пришли, чтобы познакомиться с госпожой флейтой. Ведь музыкальное произведение, в котором сейчас будет солировать флейта, так и называется «Ловкач». А где самые ловкие люди в мире? В цирке! Правильно, это акробаты, жонглеры, фокусники. Итак, мы с вами послушаем музыкальное произведение в исполнении флейты. А где же у нас, кстати, флейта? А, вот она, в руках у Анны Кожевниковой. путешествие мы познакомимся с младшей сестрой госпожи флейты. Это инструмент флейта пикколо. Это самый высокий, самый звонкий по звучанию из всех музыкальных инструментов. В исполнении флейты пикколо мы с вами услышим прогулку со слоненком. И давайте вместе с флейтой пикколо, вместе со слоненком мы с вами прогуляемся, только сидя на своих местах, используя руки и повторяя движения за моими племянницами. Вы готовы? Пошли. Готовили ручки. Покажите, у всех есть ручки. И топаем. Голову налево, голову направо. А теперь ушками хлопаем. Молодцы! Приготовили хобот. Молодцы, ребята! Давайте поаплодируем себе, поаплодируем очаровательной Анне Кожевниковой. Спасибо огромное. Итак, мы с вами пешим ходом добрались до города, который называется Кларнет-таун. И в нем живет его маэстро Кларнет. А вы уверены, что он все еще здесь? Ой, кто вы? Кажется, я его узнала. Это же носильщик. То была маскировка. На самом деле, я сыщик. И у меня есть донесение от моих агентов. Прочитайте же скорее свое
секретное донесение. Карл. У Клары украл кораллы. Запятая. А Клара у Карла украла кларнет. Значит, кларнет похищен. Что вы, господин сыщик, вы меня так напугали. Это же только скороговорка. А кларнет на самом деле здесь, где-то здесь. Но чтобы его найти, давайте, ребятки, мы попросим помощь зала. Кто знает, где находится кларнет в оркестре? Поднимайте руки, не стесняйтесь, смелее. Моя племянница Джессика сейчас поможет. Поможет. Ну, выбегайте сюда. Вот мальчик в клетчатой рубашке. Да-да-да, смелее, смелее. Давайте поприветствуем эту смелую девочку. Бегом, бегом, бегом. Вот видишь, господин сыщик, ребята, оказывается, все знают. И сейчас девочка нам покажет. Ну, где? Правильно, ребята? Правильно. Спасибо огромное. Подождите, мы познакомимся. Как тебя зовут? НЖ. НЖ, а ты сможешь повторить скороговорку, которую только что нам озвучил? Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Молодец, умничка. Давайте проводим аплодисменты эту смелую девушку. Вот видите, господин сыщик, кларнет нашелся. Эх ты, сыщик, это даже дети знают. Ты такой неуч, лузер. Ну вот, наш господин сыщик знает, как выглядит кларнет. Ну а мы с вами сейчас послушаем, как звучит этот замечательный деревянный духовой инструмент. В нашем музыкальном путешествии нас сопровождает танцевальный коллектив Салават Куперет.
медно-духовых инструментов под названием купрум виль. И каждый житель в этом городе иногда использует специальные приспособления, которые называются сурдины, для того, чтобы немного приглушить или совсем изменить звучание своего инструмента. Сурдины бывают железные, металлические, алюминиевые, деревянные, пластмассовые и даже сурдины из войлока. А иногда музыканты вместо сурдин используют свои собственные ладошки. А давайте мы попросим музыкантов оркестра показать, какие же бывают сурдины. Вот. И в виде грибка, и в виде шляпы, и в виде чаши, и даже груша. Вот такие интересные сурдины. А сейчас, ребятки, я вам предлагаю почувствовать себя начинающими джазменами и изобразить звук, ну, предположим, победный клич африканских туземцев или американских индейцев. Для этого нам понадобится музыкальный инструмент, который есть у каждого зрителя в этом зале. Это Голос. правильно, это голос. И второе, что нам понадобится, это ваша ладошка, которую мы будем использовать в качестве сурдины. Ну-ка, давайте попробуем. Ну-ка, не слышно, громче. Молодцы, ребята, умнички. Ну а сейчас давайте послушаем, как играют, используя сурдины, музыканты оркестра. Итак, мы приглашаем Андрея Фролова исполнить для нас музыкальное произведение, которое называется «Разговор с сурдиной». Сейчас, уважаемые путешественники, мы вам представим инструмент. Это разновидность трубы, но он несколько крупнее по размеру, чем труба, и у него более мягкий, более глубокий тембр. Этот инструмент называется флюгель-горн. Давайте послушаем.
которые имеют несколько значений. Ну, к примеру, возьмем слово «кулисы». Это, наверняка вам известно, что это такие полотнища вертикальные, которые скрывают от нас, от зрителей, все тайны закулисья. А еще слово «кулиса» обозначает часть музыкального инструмента под названием тромбон, при помощи которого музыкант, тромбонист регулирует высоту звука. Сейчас вам музыкант-оркестр покажет вот таким образом. Звучит самая знаменитая джазовая мелодия, которая даже занесена в книгу рекордов Гиннесса по количеству исполнения. Конечно же, это Джош Гершвин, «Колыбельная Клары». Сюрприз. Мы услышим самую знаменитую, пожалуй, русскую народную песню. Вы наверняка ее узнаете, а вот исполнит ее самый низкий по звучанию инструмент в оркестре. Это бас-тромбон. Встречайте! Коллектив Салават Купере.
опять получили очередное секретное донесение от своих агентов. Вы очень проницательны. Это настораживает. Быть может, вы их сообщница. А эти противные девчонки просто ваше прикрытие. Ну что вы, господин сыщик. Давайте лучше прочитайте свое донесение. К сожалению, часть текста была утрачена. Донесение было завернуто в гамбургер, и какая-то чертова псина съела его вместе с текстом. Осталось только вот это. Контрабанд. Дальше оторвано. Ся. Фритом Таун. Ясно, что речь идет о контрабанде, которая, в свою очередь, находится как раз там, где мы, то есть на станции Фритом Тауне. Ну что вы, господин сыщик, нет здесь никакой контрабанды. И сейчас вы в этом убедитесь сами, ведь в Ритм Тауне живут самые разные музыкальные инструменты, такие как рояль. Здесь же живет гитара. Здесь мы увидим и услышим с вами ударную установку. И инструменты, которые объединены в одно красивое название перкуссия. И, конечно же, в Ритм Тауне есть тот самый музыкальный инструмент, который так тщательно искал господин сыщик. Вы, ребята, уже, конечно же, догадались, да? А давайте вместе хором скажем, что это за инструмент. 3, 4. Молодцы! Вот он как звучит. Спасибо огромное. Вот такие замечательные и совершенно разные музыкальные инструменты живут в Ритм Тауне, и все они составляют ритм-секцию джазового оркестра. И вот сейчас давайте мы с вами послушаем, как они дружно и весело живут и играют. И поддерживаем. Давайте мы с вами очень теплыми, очень жаркими аплодисментами встретим юную, талантливую джазовую певицу из детской музыкальной школы номер 16 имени Олега Лунстрема, лауреат всевозможных джазовых конкурсов и фестивалей Ульяна Мусахина. Yeah.
сейчас, уважаемые путешественники, наш оркестр предстанет во всей своей красе. Звучит финальная музыкальная композиция нашего путешествия. Джазландия. Познакомились с жителями этой чудесной страны и инструментами джазового оркестра.
мои милые племянницы, ведь в ноябре нас с вами ждет увлекательное путешествие на машине времени. На машине времени? А разве она существует? Конечно же, в нашей волшебной музыкальной стране исполняются самые смелые мечтания. Ну а сейчас давайте еще раз поаплодируем, поприветствуем филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Анатолий Василевский. Главный дирижер оркестра Марат Николаев. Автор сценарий и режиссер-постановщик, заслуженный работник Республики Татарстан Надежда Будыленко.